Они ждут. Из Азербайджана, Пускай доказывают, что он террорист. А я им докажу. Весь мир знает, что он не был террористом, он был против войны. И до последнего вздоха он предлагал мир российской стороне, видя вот их жестокость по отношению к нашим согражданам, чеченцам, но все-таки он до конца шел, воевал, но и предлагал мир. Как можно назвать такого человека террористом? Видел, были такие заявления, высказывания, что якобы там какой-то взрыв был, от взрыва там какой-то динамический взрыв, и от взрыва он погиб. Ну хорошо, почему тогда остались те другие, которые спаслись, да? Это неправда. Там был выстрел. Один выстрел, то есть стрелковое оружие. Российские СМИ, там, их политики, генералы, они сказали, что якобы охранник Масхадова чисто случайно вот так выстрелил из своего оружия, да, не умел обращаться, выстрелил. Это тоже неправда. С ним рядом находились такие люди, которые прошли и Первую, и Вторую войну. То есть они знают, что такое оружие, как им пользоваться, как оно стреляет. У них была задача, чтобы взять его живым. Не получилось у них. Не получилось. Есть версия, что Аслан Масхадов хотел встретиться с Путиным, чтобы положить конец войне, Чеченской войне. И есть версия, что таким образом спецслужбы вывели Аслана Масхадова туда, где он был убили, чтобы организовать ему встречу, но потом была, скажем так, засада. Нет, это неправда, то есть насчет засады я говорю, это неправда. Путин, я удивляюсь насчет него, это человек или кто? Я вообще не понимаю. Как это можно, вот 6 лет вот, наш президент предлагал ему лично он предлагал мир. Начиная с 99-го, даже до ввода войск, он говорил, он обращался к тогдашнему президенту Ельцину, что мы не должны допустить войну, вторую войну. Она будет более жестокой, чем первая. И она затянется на несколько, вот, даже на десятки лет. И вот, как вы сказали, что якобы там должна была быть встреча, это неправда. Это была их операция ФСБ России, то есть оккупационных войск. И, как я говорил, он предлагал мир до последнего его вздоха, но они его убили. Как вы считаете? Вот давайте посмотрим, заглянем в нашу историю, чеченскую историю, отношения вот России и Чечни. Что было с Джахаром Дудаевым? Они его убили, также убили. И что было дальше? Война продолжилась. И с более мощной силой она продолжилась. И под конец, вот как вы помните, в августе мы взяли город, нашу столицу, город Джахар. И этот человек на сегодня у нас есть. Конечно, хочу. Гордо хочу называть. Его зовут, нашего президента, зовут Абдулхалим Садулаев. Он президент Чеченской Республики Ичкерия. Председателем шариатской. Он был, да. А потом он еще был вице-президентом. И по Конституции, вот, как если погибает президент, то вместо него становится вице-президент. Все есть это видят. ли соболезнования правительства? Есть. От власти Азербайджана. Это я не хочу. Какие у вас дальнейшие планы? Дальнейшие планы продолжать наше дело. Это планы нашего народа. И есть ли у вас связь с чеченскими политиками? Если надо будет. Я не думаю, что
как что-то изменится, да? Раньше, даже в будущем. То же самое. И есть такой человек, президент, есть, да, есть. Назвать даже Убийство произошло президента России. Это очевидно какая-то договоренность этих властей. Скажите, представьтесь, пожалуйста, кто задает вопрос. Как? Агентство Анатолий. Я в газете прочитала, что там пишется, что вы сказали, что вы продолжите путь своего отца. Вот такое что-то ну, было. это, знаете, я понимаю, они написали так, как бы я буду президентом, что у нас есть свой президент, новый президент, который поддерживает народ и поддерживает движение сопротивления. Вот что я продолжу. Я буду стараться быть похожим. И он имеет в виду новый президент в соответствии Конституции Чеченской Республики, статьи номер 1, что после гибели президента Аслана Масхадова есть определенный механизм государственных органов власти, и он определил последовательность. Агентство новостей класса. Вы не могли бы сказать, изменение будет после смерти вашего отца в Чечне? Изменения? Никаких изменений не будет. Все будет так же, как и было раньше. Вот, давайте заглянем в историю, что было в 96 году. Убили Джихара Будаева. Был совершен теракт. Убили лидера, которого поддерживает народ. И что тогда изменилось? Ну, изменилось, конечно. Мы пока добились своего. Взяли Грозный, нашу столицу. И после этого, вы знаете, что было. Российские войска вывели, подписали мирный договор. Куза, ихачваш, дала, поехали на бок, ихачваш, ухачваш, рильч, месячная, ди хасия ацха береговой, уж куза лучше, муссу, важен, дакачваш, уж дахваш, волку, дух ваш, чуди, уж дистяш, махва, уж наукули, уж стало, что как, ой, накал шаид хлуч, Аслан дедок, сал, там. Değil şeyde. Daha da o oldu öyle. Seni bir yere kaçıyor. Sen bu sınırda kaldı Anzor Nalik işte. Bir daha. Hadi lan bu şey. Zaten tekrar var. Hadi yok bu emek alaç. Hadi yok. Исаева,
Sorsim siyahla. Siyahla siyahla.